Деменция в простонародье так и называется, да, старческим слабоумием. Основное коварство деменции в том, что на начальных стадиях ее очень сложно выявить, очень сложно, потому что изменения, они незначительные. Бывает часть пациентов, которые замечают за собой какие-то изменения, да, но они максимально пытаются их скрыть и ссылаются просто на возраст, да, там забыла, там куда положила, не помню. Есть те, которые вообще не видят за собой никаких изменений, и это еще более коварно, потому что болезнь началась и продолжается, и замечают уже ее последствия. Проявления такие, что в самом начале, да, это человек по мелочам что-то заметил, что он что-то забыл, куда положил, не помню каких-то простых вещей, мелочей. Но потом он, если это работающий человек, он понимает, что он не справляется со своими должностными обязанностями. Сначала это замечает только он сам, потом это замечают и остальные, да, там коллеги, сотрудники, начальство. Дальше замечает, что ему уже нужна помощь в каких-то простых бытовых моментах. Ему нужна помощь в том, чтобы выбрать себе одежду, одеться по сезону. Он перестает следить за своим внешним видом или нуждается в помощи, чтобы ему буквально в выполнении гигиенических процедур кто-то помог. Следующий этап – это то, что у человека отмечается недержание мочи, калом, и человек нуждается уже в постороннем уходе. Следующая стадия заключается в том, что человек начинает все меньше и меньше говорить, вплоть до того, что в его лексиконе вообще остается буквально 5 слов. Потом человек вообще перестает разговаривать, все больше времени проводит в постели, он перестает ходить, сидеть, лежит, не улыбается. В конечном итоге он лежит в постели в позе эмбриона, грубо говоря, он вернулся на стадию новорожденного. В превалирующем большинстве случаев деменция возникает вследствие болезни Альцгеймера или вследствие сосудистых изменений в головном мозге. Но чаще всего это комбинация. Надо понимать одно, что нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. То есть родственникам надо быть довольно-таки бдительными, да, если в их окружении есть. В это не хочется верить, да, что там родители стареют, нуждаются в большем внимании, в большей помощи. И первые симптомы, они такие незаметные, что требуют наблюдательности со стороны близкого окружения. И надо опять-таки понимать, что на сегодняшний день нет таких лекарственных средств, которые способны полностью исцелить, да, человека, вылечить. Можно только на время ослабить какие-то проявления, грубо говоря, замедлить этот процесс. Рекомендации, которые даются врачом, да, помимо медицинской помощи, это, казалось бы, простые довольно-таки вещи, но они существенные. Во-первых, максимально способствовать тому, чтобы у человека был хороший режим дня, да, способствовать тому, чтобы были физические нагрузки. Так как у больных часто бывают проблемы со сном, то максимально, грубо говоря, нагрузить дневную часть, не давать и не поощрять дневной сон. Должна быть хорошая физическая активность, здоровое питание.